Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба провел совещание, посвященное вопросам улучшения состояния автомобильных дорог в городе Сухум. В работе совещания приняли участие представители администрации президента, столичной администрации, РУП Абхазавтодор и Дорожного фонда. Сария Кварасхеля расскажет подробности. Открывая встречу, Валерий Бганба отметил, что в отношении благоустройства столичных дорог необходимо разработать концепцию сотрудничества между структурными подразделениями мэрии и республиканскими организациями, работающими в этом направлении. Это не только дело администрации города Сухум, это дело, в принципе, всех нас, чтобы столица Абхазии выглядела достойно. Были четко даны указания, кто должен, что должен делать. Больше всего это, конечно, касается, если мы говорим о наших структурах уже республиканцах, это больше всего дороги республиканского значения, дороги местного значения, потому что бюджет города Сухума вряд ли сегодня может потянуть и инфраструктурные проекты, еще и дорожные проекты. Директор РУП Абхазавтодор Борис Ачба сообщил о том, что в дорожной системе города Сухум 11,5 километра дорог республиканского значения. По словам Ачба, это повод скоординировать и объединить усилия всех уполномоченных служб ради повышения эффективности работы и оптимизации расходования ресурсов каждой организации. Честно говоря, по нашим дорогам внутри города Сухум это ямочный ремонт и плюс улица Лакоба, она требует вообще сплошного покрытия, начиная с полотна земельного, начиная, бордюры, в общем, вся полностью ее надо сделать, так как она центральная наша улица. То же самое вот выше Верховного суда, это улица Ардзимба. В принципе, она тоже, начиная с подземных коммуникаций, земполотно, я не знаю, это так, как должно быть. Это то, что касается ремонтных дел. То, что касается, содержания дороги. Это зеленое хозяйство, то есть уборка мусора, уборка, подстрижка кустов. Мы, вот благодаря главе администрации города Канну Валерьевича, мы подключились еще в прошлом году, это в конце прошлого года. Вот. Но этого пока недостаточно. Вот мы еще не получили практически этих денег за выполненный объем работы. Исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Кан Кварчи отметил, что вопрос улучшения качества работ по содержанию автодорог в городе носит безотлагательный характер. В ходе совещания было отмечено, что Абхазавтодор не обеспечен в полной мере средствами механизации и специализированной техникой, чтобы выполнять все необходимые работы в полной мере. Валерий Бганба поручил решать поставленные задачи в тесном сотрудничестве Абхазавтодора с мэрией и Дорожным фондом. Везде есть какие-то нарушения центральной трассы, которые надо сейчас смотреть, пока можно. Вот то, что я говорил, каналы наши перекрыты, это означает, что завтра у нас дорога уйдет. Вот это все, это наша работа. Это наша работа, поэтому я вас просил бы все службы четко смотреть за этим. Где надо наше подключение мое, нужно будет подключать Министерство внутренних дел, другие службы. Ради Бога, говорите, будем подключать. Но надо приводить это в порядок, мы не можем. Каждый, если будет делать то, что ему вздумается, но, извините, мы порядок никогда не наведем. Таким образом, Дорожным фондом будут перечисляться средства в размере 17 миллионов рублей в год. РУП Абхазавтодор. Республиканское унитарное предприятие, в свою очередь, заключит контрактные отношения с подразделениями администрации города Сухум для осуществления поставленных задач. В статью расходов Абхазавтодора по содержанию и ремонту городских дорог республиканского значения войдут и мероприятия по озеленению, уборке, частичному ремонту, организации разметки и закупки необходимых дорожных знаков. Мы будем приоритетное направление выбирать, и вот где больше всего, как говорится, тонко, мы будем эти моменты устранять. Текущий ремонт обязательно мостов, которые сегодня, вы знаете, очень проблемны по городу, именно в республиканском понимании, именно с республиканского назначения мостов. Светофоры, которые, вы знаете, дорожные знаки,
Мы, как местные жители, мы уже привыкшие, знаем, но, знаете, туристы, приезжающие в Абхазию, обязательно ориентируются на дорожные знаки. Отсутствие их приводит в очень нехорошую ситуацию по дорожно-транспортным происшествиям. Это очень частилось у нас, и потому все эти моменты мы будем снимать. Помимо этого, при тесном взаимодействии столичной администрации и Госуправления по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству будет осуществляться мониторинг русел и рек для предупреждения схождения селевых потоков и повреждения дорог. Сария Гвардсхеля, Алексей Воструков, Абхазское телевидение. Гули Кичба избрана секретарем Общественной палаты Абхазии. Сегодня состоялось первое заседание обновленного состава Общественной палаты, на котором также были избраны заместители секретаря. Подробности в репортаже Алисы Шамба. Первое заседание нового состава Общественной палаты открыл старейший член палаты Альберт Тополян, который поздравил всех с избранием. Альберт Гаспарович остановился на событиях военных лет, вспоминая сплоченность и единство всего народа Абхазии в те годы. Он отметил, что и сегодня общество нуждается в патриотизме и консолидации. Наша первостепенная задача – сделать так, чтобы они контактировали, и в новом составе были бы люди, патриоты, неважно из каких партий. Вот этот призыв ко всем. В данной ситуации равнодушных не должно быть. Нам нужно, чтобы идея национального государства не умерла. В качестве кандидатов на должность председателя Общественной палаты были представлены две кандидатуры. Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба и ветеран войны и общественный деятель Виталий Смор. У меня есть предложение секретарем нашей палаты. Мы все хорошо знаем. Она и в этой палате проявила себя. Ну, я не могу сказать, те старые знают. Гульнара Михайловна, секретарем нашей общественной палаты. Когда мы говорим о гражданском согласии, вот в этот момент мы будем очень нужны. Наша работа, я имею в виду. Кандидатура, которую я хочу вам предложить, это Смыр Виталий Казимович. Однако Виталий Смор, поблагодарив коллег за оказанное доверие, снял свою кандидатуру в пользу Гули Кичба. Ее заслуги перед Отечеством, перед нашей страной несоизмеримо ни с чем. Низкий вам поклон, и я снимаю свою кандидатуру и поддержку. Мы должны приходить к одному знаменателю. Если мы хотим строить наше общество и консолидировать наше общество, мы должны идти на эти шаги. Мы не должны забывать их подвиги. Голосование по кандидатуре секретаря Общественной палаты было тайным. За кандидатуру Гули Кичба проголосовали 29 из 31 члена палаты, присутствовавших на заседании. Избранный секретарь Общественной палаты поблагодарила коллег за оказанное доверие, отметив заслуги первого секретаря Нателлы Акаба, которая возглавляла палату в течение 12 лет. Во многом благодаря ее вкладу и авторитету мнение Общественной палаты высоко ценится в обществе, подчеркнула Гули Кичба. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Ответственность прежде всего потому, что Общественная палата – это тот орган, который регулирует между государственной исполнительной властью и между общественностью вот эти самые наболевшие, назревшие вопросы, вызовы, которые нам ставит ежедневно время, как Фазиль Искандер говорит, в котором мы стоим. Поэтому в этом отношении этот орган, хоть и рекомендательный характер мы носим, возможно, мы не решаем какие-то вопросы, но мнение Общественной палаты всегда в обществе учитывается. Все участники пленарного заседания отметили символичность того, что именно женщина в очередной раз возглавила Общественную палату, так как испокон веков абхазская женщина играла большую роль в сохранении традиций и мира в семье и обществе. В рамках первого заседания нового состава Общественной палаты были также избраны заместители секретаря. Ими стали Мизам Хапат, Александр Страничкин и Виталий Смор. Алиса Шамба, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. Делегация Министерства обороны Абхазии во главе с первым заместителем министра Бесланом Цвижба прибыла с визитом в Республику Южная Осетия для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, сообщил начальник пресс-службы оборонного ведомства Роланд Джоджуа. В рамках визита делегацию принял президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, который поблагодарил гостей за активное участие в праздничных мероприятиях. Особое внимание Анатолий Бибилов уделил братским отношениям между двумя республиками. Руководство
руководство Южной Осетии готово взаимодействовать во всех направлениях и делать шаги, способствующие сближению двух народов, отметил глава Южной Осетии. Со своей стороны Беслан Свижба поблагодарил Анатолия Бибилова за теплый прием, а также выразил надежду на то, что парадный расчет Министерства обороны Абхазии примет участие в праздновании 30-й годовщины провозглашения Республики Южная Осетия. Паспортное управление МВД Абхазии обращается к гражданам с убедительной просьбой явиться в паспортные службы для получения готовых документов. Подразделение паспортного управления работает в штатном режиме, выдают готовые документы и проводят прием заявлений от граждан, которые еще по той или иной причине не успели обменять свой паспорт. В целом по республике на сегодняшний день принято в производство более 148 тысяч заявлений на обмен общегражданского паспорта. Выдано более 141 тысячи паспортов, но не все граждане являются в паспортные службы для получения документов. Как сообщается на сайте МВД, более 2000 паспортов готовы к выдаче и не востребованы по всей республике. О готовности паспорта сотрудники паспортных служб оповещают граждан в индивидуальном порядке, а также есть возможность проверить готовность паспорта на официальном сайте МВД и в мобильном приложении. Многовековые пальмы Гагрского района в большой опасности. В Гагре прошла встреча активистов, членов экологической группы с представителями администрации города и директорами санаториев и домов отдыха. Главная тема встречи – обсуждение экологических проблем, в частности, борьба с пальмовым долгоносиком. Подробности в репортаже Алики Трапш. В Абхазии впервые красный пальмовый долгоносик был обнаружен в Цандрипше в 2016 году. Насекомое попало в республику вместе с пальмовыми саженцами, привезенными из Испании. Затем вредитель добрался до Гагры, Пицунды и Сухума. Масштабы ущерба, нанесенного пальмовым долгоносиком, с каждым разом увеличиваются. В 2018 году группа активистов, куда вошли члены различных общественных организаций и экологи, создали группу по экологическим инициативам, которая занималась деятельностью по спасению пальм. Эта работа включала в себя сбор средств на покупку пестицидов и лечение деревьев, проведение семинаров по обучению методологии лечения пальмовых насаждений. Наш институт подготовил инструкцию по апробированной методике лечения пальм, которая, в принципе, показала свою эффективность. Эта инструкция была передана в регулирующий государственный орган Госкомитет по экологии, который должен был дальше ее распространить по всем районам. И все районы должны были включиться в эту борьбу активно и так далее. Государство со своей стороны должно было предоставлять пестициды, а люди на местах организовать лечение своих насаждений. Это касается и государственных территорий, муниципальных, и частных пансионатов. Однако, как показала практика, не во всех районах были соблюдены инструкции по борьбе с пальмовым долгоносиком. Первые очаги заражения пальмовым долгоносиком в городе Гагра были обнаружены еще в 2018 году. За последний год здесь было срублено 17 больных деревьев. Как отмечают специалисты, такое произошло вследствие того, что лечение пальм в городе Гагра происходило недолжным образом. Всего в Гагрском районе произрастают порядка 2000 крупноствольных пальм. Из них 203 в городе. На сегодняшний день вырубке подлежат 5 зараженных деревьев. Еще в прошлом году Российская Федерация передала Абхазии почти 2 тонны пестицидов на борьбу с пальмовым долгоносиком. Этого количества химических препаратов хватит и на текущий год. В данной ситуации население тоже должно проявить инициативу и самостоятельно обрабатывать пальмы, произрастающие на частных территориях, отметили экологи. Руководители пансионатов и домов отдыха сообщили, что своими силами следят за состоянием пальм, произрастающих на их территории. Однако этого недостаточно. Нужна централизованная государственная программа по борьбе с вредителями. Создать бригаду, вишку организуем, приезжают со всеми своими лекарствами, провели одно лечение, составили схему, график обработки и через сколько прийти в этот же объект. Закончили Цандрипскую зону, перешли в Гагру. Гагру закончили, дальше и дальше пошли. Пока так не будет конкретного, ничего у нас не получится. Разговор разговорами останется. Нужна системная работа. Значит, нужна новая техника, раз ее не хватает. Мне кажется, каждая администрация города должна поставить вопрос перед властью, перед государством, перед правительством о необходимости приобретения такого оборудования, такой специализированной техники для проведения системных работ. Заместитель главы Гагрской администрации Гаек Челингарян сообщил, что руководство района намерено обратиться в правительство с просьбой оказать финансовую помощь на приобретение спецтехники. Мы на этот год что-то заложили, но давайте вот посмотрим реально на вещи.
Только в парке имени Ольденбургского и по городу у нас более 450 крупноствольных пальм, которые надо лечить. На это мы ищем деньги, находим. Но этого тоже не хватает. Это с учетом того, что пестицидов нам дают, дают бесплатно. Но рабочим платить надо. Поэтому мы в свое время там разработали тарифы, которые должны, если есть коммерческие тарифы, если есть возможность, чтобы организации тоже платили. Понятно, что приобретение спецмашины обойдется государству недешево. Однако, как говорят специалисты, потери вековых пальм, стоимость которых составляет от 10 до 20 тысяч долларов, обойдется дороже. Экологи предупреждают, что если не предпринять экстренные меры по спасению деревьев, то велика вероятность, что через 3-4 года Абхазия может и вовсе остаться без пальмовых насаждений. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сегодня в Сухуми в научно-культурном центре имени Юрия Воронова прошла конференция, посвященная проблеме черной археологии в Абхазии и охране объектов историко-культурного наследия. В мероприятии приняли участие ученые-археологи, представители Министерства культуры, парламента, а также силовых ведомств в Абхазии. Все подробности в репортаже Эсмы Гуланзе. Проблема черной археологии в Абхазии назрела давно. Так называемые черные копатели наносят огромный ущерб культурному наследию страны, разграбляя археологические ценности, которые затем вывозятся и продаются на черном рынке. Охотники за историческими ценностями приезжают в Абхазию с дорогим оборудованием, которое позволяет распознать древние предметы в глубоких слоях земли. Крепость Цибилиум, Лашкиндарский храм, замок Баграта, селение Шимарда – все эти памятники в разные годы подвергались разграблению. Бронзовое зеркальце, браслет, разнообразные бусы и серебряная серьга. Но все же небольшой процент черных археологов удается выявить и конфисковать найденные артефакты. Кроме того, есть возможность отследить копателей благодаря установленному ограничению провоза металлоискателей через границу. При всем при этом, по словам замминистра культуры Батала Кубахи, правовая защита памятников истории и культуры в Абхазии недостаточно проработана, так как многие из интересующих черных археологов мест не являются заповедниками и, соответственно, не охраняются. Единственный способ защитить – это сделать их заповедниками государственными, а их можно юридически оформить только когда будут границы совершенно четко обозначены, назначать там директоров, смотрителей, пусть берут деньги, за вход, я не знаю, там, начинать с минимального, пока особо нечего, Цибилю-то всегда. И пусть они осматривают. И вот Алхаз говорил, там есть группа, которая готова. Мы не можем это сделать заповедником, потому что не обозначена четкая граница. Присутствовавший на конференции депутат парламента Алхаз Джинджолия на примере крепости Цибилиум предложил вариант проекта заповедника. Финансирование подобного проекта может быть учтено в госбюджете на следующий год. У нас есть закон еще очень интересный. Финансирование научных программ предполагает до 3% бюджета тратить на это. Суммарно это практически 300 миллионов рублей. Вопрос стоит как? Если дать оформленную целевую программу от научного сообщества, естественно, там адекватные какие-то вещи, если написаны, и положить на стол, то есть предмет разговора хотя бы. И по определенному закону, не помню его номер, можно уже не просить, а требовать. По итогам научной конференции был сделан вывод, что решить проблему черной археологии в Абхазии возможно лишь комплексом мер с правовой и финансовой точки зрения. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. В городе Герой Тхуарчал прошли торжественные мероприятия, посвященные началу строительства храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского. Наша съемочная группа была среди тех, кто приехал в город, чтобы увидеть, как был заложен первый камень. Репортаж Гугуцы в Иордании. Чтобы увидеть, как будет заложен первый камень на месте строительства храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского и поучаствовать в мероприятиях, посвященных этому важному событию, в центре города Тхуарчал собрались местные жители и гости города-героя. Для них сегодня очень важный день. Город здесь без церкви, можно сказать, сколько существует, столько нет церкви. Мы этого очень долго ждали. Очень. И 2 войны пережила. Я Великую Отечественную, и эту Абхазскую войну. Но, наконец, слава Богу, если начнут действительно действовать, это пойдет все быстро. Мы надеемся на это и ждем. Пойти в церковь, церкви нет. Ехать в Очимчире далеко, в Сухуми тоже далеко.
Поэтому, конечно, дай Бог, чтобы нам Господь послал терпение, и мы дождались этой святой церкви, нашей православной. И действительно, долгие годы жители Ткварчала мечтали о православном храме в своем городе. Наконец, мечта начала осуществляться. В реализации проекта возведения храма большое содействие оказало духовенство Абхазии, а также руководство районной администрации, культурно-благотворительный фонд Ашана, который выступил оператором по сбору средств. Еще в августе 2018 года организаторы провели благотворительный марафон, благодаря чему было собрано порядка 5 миллионов рублей. Естественно, этих средств не хватит на все строительство, но мы надеемся, что на первый этап строительства имеющихся средств хватит. Сбор средств на строительство храма продолжается. Каждый желающий сможет внести свой вклад в это богоугодное дело. Все способы помощи на сайте храмткварчал.ру. Также вы можете найти способы помощи на сайте фонда Ашана www.ashanakbf.com. Там же и будут выложены все отчеты по расходованию средств на строительство храма. Нами создана прозрачная система. Любой желающий сможет посмотреть все расходы, все средства, которые поступают, от кого они поступают и даты поступления. За месяц до мероприятия, знаменовавших начало строительства храма, был объявлен тендер, в котором могли принять участие строительные компании, организующие свою деятельность на территории Абхазии. В результате право на возведение этого величественного объекта было предоставлено государственной строительной фирме «Ткварчалстрой». Мы буквально вчера получили определенные документы на объект. Вчера занимались ознакомлением, значит, и всю эту неделю будем заниматься. С понедельника будем рассчитывать, на что и в каком этапе мы будем приступать. Разумеется, нужно будет с минусового цикла выйти, займемся основным корпусом, а там уже будем согласовывать, как это будет. Идея строительства храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского возникла не случайно. Храм будет возведен в честь защитников Родины, погибших, защищая мирных жителей от врага во время Отечественной войны народа Абхазии. Именно здесь, в городе Ткварчал, напротив мемориального комплекса памяти погибших героев в Отечественной войне народа Абхазии, будет возведен храм в честь святого великомученика Евстафия Апсильского. Несколько минут назад завершился молебен, был установлен крест и заложен камень, знаменующий строительство храма. После официального открытия участка, на котором будет построен храм, местные жители и гости города-героя возложили цветы к мемориальному комплексу погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Затем в Доме культуры состоялся концерт. Главным гостем программы стала исполнительница православных песен Юлия Славянская. Всегда и на Руси, и в разных республиках всегда все-таки город начинал жить вокруг храма. Поэтому, мне кажется, если храм в городе Ткварчал будет, люди будут приходить молиться, просить Бога, чтобы Он послал им, ну, конечно же, и силы трудиться на этой благодатной земле. И они будут молиться за своих близких. То есть такая будет сила у них с Божьей помощью. То, конечно же, им будет легче житься. Я в этом уверена. Сбор средств на строительство храма продолжается. Каждый из нас может внести свой вклад и стать частью большого дела. И чем быстрее будет собрана необходимая сумма, тем быстрее в городе-герое Ткварчал появится народный храм памяти погибших защитников Отечества. Гугу Савардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По информации Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 3-8, днем 9-14 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго.